Сейчас мы сплавляемся по реке Белой в заповеднике Шунгальташ, где-то тут рядом Капова пещера, в которую мы скоро завтра поедем. Катамаран впереди идет, мы за ними тоже пойдем. Да? Девочки, давайте, у вас сил много, давайте каблуки, давайте. Вот они, башкирские джунгли. И зов приключений. Я, конечно, волновался за технику. Мальчик с такой камерой за сотни тысяч рублей, это Сергей Баклыков. У него 70 Баклыков, у него 70 тысяч подписчиков англоговорящей аудитории. Вот, так что это его можно назвать таким работающим на буржуев. На самом деле работаю на Россию, потому что продвигаю Россию. Смотрите, орел. Давай. 3, молодец. Иди там ко мне, не надо. Как в каждом деле. Сделай вид, что гребешь. Да, туда смотри. Какой это сложно. И не надо нам Турции, Египтов. Не нужна нам Индонезия с этой Индией. У нас есть Башкирия, лепота-то какая. Именно здесь понимают русскую речь с девушками, общий язык, потому что они нас понимают. Вот на том дереве какая-то табличка, мы гадаем, что же там написано. В начале мая вода поднимается на несколько метров. По этой белой линии можете судить. Без шансов. Вот это ты будешь показывать своим подписчикам, да? У меня сейчас просто разведывательный. Ну-ка, они, если честно. Какая жизнь настала бы тогда? Такой вот был шалаш у древних людей. Хорошо, природа, вкусная пища, люди, компания. Где ты видел пищу? Сейчас будет пища. Будет, сейчас пойдем. Но интернета нету, вообще нету. Даже сотовой связи нету, позвонить некому. И незачем. Кому звонить? И незачем звонить, тут так хорошо. Да и кому звонить? Главное в лесу, в городе. когда ты зашел в лес, самое главное шуметь, чтобы услышал медведь и к тебе не подошел сзади. Мы будем заниматься недели 3. Они пахнут, правда. Ворота похожи, как в старом кино, ковбойском. Типа въезд на территорию какого-то города. Мы еще заходим. Ну, в общем, если вы захотите на Луну попасть, целый квест поймать сотовую связь. Пошла. Пацаны, стоим. А у меня нихуя. Я выдернул себя из внешнего мира на целые 2 дня и не знаю вообще, как обстоят дела там по работе. Mission Impossible. Ага, подъемка. Новый день, и сегодня мы идем в Капову пещеру. Она же Шунгальташ. Шульганташ. А по татарскому наречию Шульганташ. Когда много света, все равно фонарик. Фонарики на аккумуляторах. Вот озеро прям перед пещерой. И говорят, что глубина, там где синяя,
81 метр. Скоро мы войдем в сумрак. В пещере температура плюс 12 градусов. В некоторых залах даже плюс 7. Поэтому будем проверять меня, Тимура, Сергея на температурные режимы, на выносливость. Это оказалось голубое озеро. Ну и в народе так осталось. То есть среди башкир именно эта вода живая, потому что вытекает, эта вода мертвая, потому что она вода стоячая. Пещера образована более 5 миллионов лет назад. Пещера карстового происхождения. Пещера полностью вымыта водой. Здесь температура примерно 12-15 градусов. Когда здесь были обнаружены рисунки первобытного человека, обнаружил их Александр Владимирович Рюмин рисунком 14-17 тысяч лет. Сейчас на этой стене мы, к сожалению, с вами можем увидеть всего лишь копии этих рисунков. Настоящие рисунки мы с вами не увидим, потому что те залы, в которых они находятся, закрыты для посещения туристов. Когда был найден рисунок, то он находился под прозрачным кальцитовым натеком. Он был как бы законсервирован, поэтому сохранился до наших дней. Чтобы изучить рисунок, нужно было снять кальцитовый натек. Его сняли, и рисунок стал беззащитным, стал постепенно исчезать. Также рисовались рисунки красной краской охры первобытными людьми. Делался анализ камня бурового железняка, растирался он в порошок, добавляли туда жир животных, и тем самым наносились рисунки. Далее, получается, в тех залах, где находятся рисунки, температура постоянная, и когда туда заходит человек, микроклимат меняется, то есть температура, и на рисунках начинает образовываться плесень, которая поедает эту самую краску. Нет, это не здесь. Хорошо. Города Уфы, звали его Валерий Насонов. Поплыли они исследовать дальнюю часть пещеры, то есть спустились. Чтобы попасть в зал дальний, нужно проплыть пространство, заполненное водой. То есть, когда они туда спустились, воды было мало, то есть они сняли кислородные баллоны и прошли в этот зал. Пока они исследовали, возвратились обратно, вода уже поднялась. То есть и тем самым 3 человека вперед поплыли, выплыли, а он там остался. Поплыли за ним, оказалось то, что он запутался в своей страховке, и его затянуло в расщелину, там он утонул. Его друзья поставили памятник, было ему 19 лет. Большой сталагмит. Сверху свисает сталактит. Когда они вместе соединяются, образуется сталагнат, то есть такая каменная колонна. Эти сталагмиты и сталактит раньше были соединены, потому что в 1760 году делалось описание пещеры, Петр Иванович Рычков описывал ее. И описал то, что посреди этого зала стоял большой каменный столб. Но вот когда пещера еще не была взята под охрану, сюда туристы заходили и разломали этот сталагмит и сталактит. То есть сверху, видите, даже камнями сбивали. Здесь был Вася. Русский Вася всегда пишет, где он был. Потом люди будут судить. Кто это первый вообще написал, да? Здесь в Вася, например. В каком году, кто именно, фамилия? Чтобы разобраться все-таки, откуда это идет. Боишься? И Машем. Машем ручкой. Вы пропустили такое, там на стене человеческое лицо с башкирскими глазами. Это я видел. А ты видел? Да. Спустись, посмотри, это что круто очень. Всего 4 зала. Всего 4 зала, да? Один да? как фойе. Да. Такой долгий-долгий путь вниз по скользким лестницам, можно серфить. Серфить. Это все строили инопланетяне. Ну да. Где-то здесь реактор. Запусти реактор. Запусти реактор. Когда его запустят, потому что это сырость невыносимая. Просто вообще, когда реактор запустят? О, пещерный человек. Так весело. Красотища ты какая. Где вода-то? Я люблю эту пещеру, там такая энергетика, уходить оттуда не хочется. Еще зимой мечтаю там побывать. Просто интересно. Что за энергетика? Не знаю, мне там нравится.
аккуратнее. Это моя, по-моему, 5-я гора. Я в этом году поднимался на Куштау, Таратау, Иремель. Куда-то, в общем, еще. И вот, наконец, я на Шульганташе. Ох. Мы такие ни о чем не догадываемся, бац, и паутина перерезает нам путь, полностью прям перерезает. Смотровая площадка где-то под нами находится Каповая пещера. Аутентичная кухня башкирских девушек. Красивых, неповторимых. Верно. А вас как зовут? Наляпа. Наляпа? Да. Я Тима. Очень приятно. Что готовите? Анисапай. Это как? Анисапай. Анисапай? Да. Ага. Здрасте, Анисапай. И сам СС? Да, я помощница. Помогаю. Ага. Да, мы очень рады вам. Приезжайте. Побольше знаете. Хорошо. Ну, Вы откуда приехали? из Уфы, ну сейчас как покормите, вот решим, вкусно у вас, невкусно. Да. И приедем еще раз, будем решать. Да, мы будем стараться, чтобы вы еще несколько раз приехали. Как вам здесь живется? Нормально, хорошо. Давно здесь? 3-й год. А сами откуда? Сергислов. Есть деревушка Ергизла. А почему переехали? А? Почему переехали? И только на лето. Угу. Только вот у нас сезон. Угу. Туристический, да? Да. А зимой? Зимой дома. Корова Как там? медведи. А, как медведи? Лаку сосем. Вы сколько заработали за лето, да? И Да. зимой тратите? Примерно так. А зимой нету, что ли, здесь туристов? А? Зимой туристов мало? На Новый год много бывает. На Новый год. А помощники нужны вам, волонтеры? Волонтеры? Ну, Волонтеры нужны. кормить будете волонтеров? Они бесплатно работают? Без проблем. Очень будем хорошо кормить даже. Хорошо. Шамилов Ильнур. Надо любить пчел. Вот, это говорит сам, это башкорт, глава пчелы. Вот надо пчел любить, надо жить как, совместе с пчелами. И считай, вот все лето, всю осень, всю зиму, только об этом только думаешь.